Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Софина. В эфире программа «Тема дня». Я ее ведущая Наргиз Касымова. Сегодня у нас очень интересный, красивый музыкально-танцевальный повод встречать участниц детской студии государственного ансамбля танцев, ансамбля «Зебо». Ребят, здравствуйте! Здравствуйте. У нас есть информационный повод. Это, конечно, ваше участие в недавнем международном детском фестивале, да, фольклорного танца. Этот фестиваль проходил в Турции. Вы там принимали участие, вы звездочки этого фестиваля. Да? Давайте послушаем ваших руководителей. Это Манзура Хабибова и Мирза Сатуров. Манзура Хабибова, вы руководитель детской студии танца государственного ансамбля «Зебо». Расскажите о том, как вы съездили, каковы ваши впечатления. Конечно, нам было очень приятно участвовать на этом фестивале. Наш ансамбль, детский ансамбль, впервые выехал на гастроли за рубеж. И мои детки выступили на самом высшем уровне. Мы даже получили звание «Звезды фестиваля». Сколько стран принимали участие в этом фестивале? Участвовали 13 стран, включая Турцию, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Молдовию, Северный Кипр участвовал, Монголия, Украина, Венгрия выступали там. И мои детки выступили лучше всех, и мы были лучше всех на этом фестивале. Мне хочется спросить у вас, как у главного балетмейстера государственного ансамбля «Зебо», у вас многолетний опыт за вашими плечами, да? Расскажите, каким вам показался этот фестиваль, и была ли такая площадка для обмена опытом, может быть, какие-то новые идеи, как много есть общего вот этих вот национальных танцах, особенно когда исполняют его дети? Мне было очень приятно смотреть на других коллективов, которые приехали на этот фестиваль. Но я для себя тоже много выбрал для других коллективов, которые выступили. Я тоже для себя там много традиций их, танцы, стиль танца их для себя тоже выбрал, отметил. Но наши детки были среди них, очень было ярко. Я не ожидал, что вот наши дети вот так выходят с такими чувствами, с такими эмоциями. Там с танцами, очень было мне приятно, да? Я даже плакал на их выступлениях. Красочная такая одежда, да, представлены все 3 региона нашей республики. Я думаю, что девочек мы еще успеем послушать. Мне просто хочется зрителю напомнить, что в этом году государственный ансамбль танцев «Зебо» отмечает свое 40-летие, да, 40 лет со дня основания. И, конечно, детской группе почти столько же, да, почти 4-й десяток. Это мы даже не знаем, по какому количеству это состав уже детской группы, да, но действительно это те звездочки, которые с каждым годом все новые имена появляются. Это здорово, конечно, да. Скажите, сегодня сколько девочек в вашем ансамбле? На данный момент в детской студии ансамбля танца «Зебо» 30 девочек. Давайте послушаем девочек из ансамбля, из детской студии танца «Зебо». Да, ваши, девочки, ощущения, эмоции, что вам понравилось? Вы выехали впервые на такой, да, солидный международный фестиваль фольклорного танца. Что вам понравилось? Кто начнет? Меня зовут Хусейнова Сабина, мне 10 лет, я хожу год в ансамбле «Зебо». Вы впервые участвуете на таком фестивале, да, международном. Вот какие Да. были ощущения, эмоции? Что вам понравилось больше всего? Мне понравилось танцевать, очень приятно было за нашу страну, за Таджикистан. Помните, когда музыка зазвучала, и все на вас стали смотреть, Да. наверное, да? Много потом с вами фотографировались? Да, все время фотографировались. Спрашивали про страну, да? Да. Откуда, какая это страна? Послушаем еще кого-нибудь. Меня зовут Цыганова Полина, мне 10 лет. Я родилась в Таджикистане. Я хожу в ансамбль, детский ансамбль «Зебо». Мне нравится танцевать, я люблю танцевать. Танцы меня научили, как правильно держать осанку, руки.
В школе успеваете вот танцами заниматься, потом как-то уроки, все это успеваете? Да. Как администрации, как ваша, не знаю, как ваши одноклассники смотрят на то, когда вы там уезжаете или где-то танцуете, говорят, а мы тебя видели по телевизору, это ты. Ну да, есть такое в школе. Гордятся, да? Некоторые говорят. Отлично. Кто еще может поделиться? Меня зовут Рухшона, мне 13 лет. Я уже 5 лет танцую в ансамбле детской группы «Зебо». Рушона, а что вам нравится в танце? Почему вы именно танцы выбрали? Ну, я люблю танцевать. Ну, что это вам дает? Радость, Счастье, да? счастье, да. Спасибо. Давайте ваших руководителей послушаем. Это все, конечно, приятно смотреть на красивые платья, вот такие вот глазки горящие, да, вас мы тоже еще послушаем. Но я знаю, что это же такая на самом деле работа, да, и постоянное замечание. Вот я даже сейчас смотрю на вас, да, как правильно держать ручки, ножки, вот эти вот взгляды девочки, улыбку держите. Я так понимаю, что это же школа Зебо Аминзаде, да? Насколько на самом деле все это непросто. Вот за внешней красотой скрываются же это многочасовые репетиции, да? Вот в этом плане что можно добавить? Конечно, школа ансамбля Зебо дает многое в жизни. Как одеваться, как вести себя, как правильно преподнести себя. Наша малима Зебо Аминзаде – это эталон подражания. Вот. И я благодарна тому, что я работала с ней и до сих пор работаю с ней. Сейчас я уже преподаю в детской студии ансамбля Зебо. Но вот хочется вести этот ансамбль Зебо так, чтобы мы всегда были номер один и чтобы оставались номером один везде, где бы мы ни выступали. А что касается работы с детьми, ведь на самом деле это непросто, да, вроде бы и детский возраст, и они хрупкие, но при этом дисциплина. Вот чему учат ваши танцы, вот ваша хореография, ваша школа? Да, конечно, с детками нелегко работать, это такой труд, конечно же, но дети ко мне привыкли. Вначале, конечно же, это сложно, чтобы встать на ноги, войти в этот ритм, то, что дисциплина, обязательно дисциплина, без дисциплины никуда, вот, чтобы и осаночку держали детки, и ансамбль это есть, чтобы все 16 девочек или 12 или 8 девочек танцевали как одна. Это и есть ансамбль. Это вот же поэтому... команда, правильно? Да, и да, тут важно команда. вот этот дух держать. И вот, конечно же, в нас это, во мне это заложено, потому что я тоже с детской студии ансамбля Зебо начинала свою эту деятельность танцевальную. Вот. И вот что во мне это все осталось, я вот даю сейчас детям своим. И, конечно, дети это чувствуют, да. Девчонки, вот я хочу спросить, да, действительно, это же вы одна команда, да, и когда вы выходите на сцену, вы должны понимать, что нужно чувствовать друг друга, поддерживать друг друга. Бывают там разные ситуации, да, и вот каждая как справляется, может быть, с эмоциями, страхом, нужно улыбнуться, где-то что-то подсказать. Вот как справляется? Меня зовут Шукрона, мне 13 лет. Я уже 5 лет хожу в ансамбль Зебо. Мне нравится танцевать, я люблю танцевать, делиться своими эмоциями на сцене. Каждый танец имеет свою мимику. Я очень благодарю своего хореографа Манзуру Хабибову за то, что она поставила меня на ноги, научила всему. То, что как вести себя на сцене, не теряться, перебороть свой страх, чтобы, когда люди смотрят на тебя, чтобы этого страха не было, чтобы они восхищались. А когда к вам приходят новые девочки, как вы их поддерживаете в коллективе? Мы их поддерживаем хорошо, то, что там где-нибудь подсказываем, учим. А когда на сцене бывают там разные ситуации, бывает там тюбетейка упала, а что-то заволновались, как вы справляетесь? То, что не нужно волноваться, что поддержать мимикой, то, чтобы зритель этого не заметил, то, что все хорошо, это просто импровизация. Шукрона, на фестивале вам что самой понравилось? Выступление, может быть, какой команды, из какой страны? Что вам показалось очень интересным? Из Украины понравилось то, что мимика играли, то, что было классно. Какой танец был, да? Да. Что-то чувствуете в танце, когда они танцуют свой национальный танец? Какое настроение передают? Какие традиции, может быть, вы чувствуете? Настроение бывает очень веселое, то, что ты видишь новую страну, новых людей, то, что хочешь передать свое искусство, показать свою страну. Это то, чтобы люди смотрели и восхищались твоей страной, сколько красот она имеет.
Молодец, спасибо большое, Шукрон. Девочки, давайте еще вас послушаем, да, с этой стороны. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, а был момент, когда вы подружились с другими девочками, с каких ансамблей, да, обменялись, может быть, контактами, что-то в этом плане, да? Что вам понравилось на фестивале танцев? Меня зовут Одинаева Тамирис, мне 11 лет. Мне понравилось танцевать, и когда новые девочки приходят, нужно их поддерживать и поправлять. А на фестивале что понравилось? Мне понравилось то, что там выступали много стран, там было очень красиво. А какая страна вам понравилась больше всего? Чей танец или чьи костюмы? Мне понравилась страна Индонезия. А что интересного было в их танце? Они танцевали очень красиво, и мне это понравилось. Красочный был танец, Да. да? И наряды тоже, да? Меня зовут Сабина, моя фамилия Набиева, мне 11 лет. Я танцую уже 4 года. Когда я танцую, меня впечатляет то, что в танцах я себя чувствую радостно. Мансура, какие были особенности этого фестиваля? Девочки, где они жили, как они познакомились с традициями, возможно, Турции, или что еще рассказали о своей стране? Конечно же, нам заранее было сказано, что дети наши будут жить в турецких семьях. Я уже девочкам объяснила, что вы будете жить в чужих семьях. Они как бы себя уже подготовили к этому. Конечно, мы приехали, и был сюрприз, что девочки не по двое будут жить, а по одному. Конечно, сначала первое время девочки плакали, были расстроены, но со временем как бы привыкли к семьям, они тоже, когда прощались, плакали, они привыкли друг к другу, да, там были их сестры, турецкие мамы, турецкие папы были, да. Меня зовут Иркаева Камила, мне 10 лет. Мне очень понравилась турецкая семья, они меня приняли очень хорошо. Много всего они мне рассказали. Хоть я их не понимала, но мы как-то с ними общались. То есть вы понимали, да, не знаю, приглашение, что нужно делать, куда идти и прочее? Да, я их понимала, они мне говорили, сколько, во сколько, я их понимала. А спрашивали про вашу страну, вы смогли что-то рассказать, показать, с собой, наверное, что брали? Да, я рассказала, я взяла с собой подарок, и им показала то, что Таджикистан очень хорошая республика, и они сказали, что они скоро к нам приедут в гости. Ну вот отлично, видите, как здорово. У кого еще какие истории, когда вы проводили время там в турецкой семье, чему вы научились, как общались, как новых родственников, друзей обрели? Здравствуйте, меня зовут Аниса, мне 7 лет, моя фамилия Халиджбекова. Молодец. Мне очень понравилось в Турции. Она тоже удивительная страна, в ней тоже можно чему-то научиться. Когда выступали другие страны, мне все понравились, но больше всех понравилась наша страна. Молодец, спасибо. В семьях было очень тяжело жить, трудно сначала, но потом мы привыкли и даже не хотели сами уезжать. А трудно было почему? Почему вот вначале был страх? Трудно какой-то? было то, что чужая страна, чужой язык, другая национальность, другая еда. Но тем не менее они старались, чтобы вам было комфортно, Чтобы было да? нам комфортно, да. Меня зовут Бахметова Нигина. Мне 12 лет. Я хожу на танцы уже 5 лет. Мне на фестивале понравилось то, что как танцевала Индонезия. А почему? Потому что движения, костюмы в чем-то были схожи? Да. Они с чувствами танцевали. В турецких семьях, когда я только к ним пришла, они меня воспринимали хорошо. Я уже тоже к ним привыкла. У меня там была сестра, ее звали Джейлин. Мы друг к другу уже привыкли. Я сама даже не хотела уезжать. Ну, надо было возвращаться домой, правильно?
Спасибо большое. Девочки, кто еще поделится? Здравствуйте, меня зовут Пулатова Шукрия. Я была в фестивале в городе Стамбул. Мне там понравилось, как танцует Украина и сама Турция. Они с чувствами и с эмоциями танцевали. И с Украины девочек были, они очень стройные, они были очень красивыми, но самыми яркими были мы. Когда я пришла в семью, они очень меня хорошо приветствовали. Как приветствовали? Ну, хорошо. Мою сестру звали Эзнор, ей было 11 лет. Мы с ней игрались. Она была умная, она была красивая, она была взрослая. Ну, все, наверное, так болели за вас, да, готовили вас к фестивалю, да, тоже хотели посмотреть, что у вас все получалось. На самом деле очень хорошая традиция, да, что вот так встречает, да, так можно и о другой стране узнать. Было такое, что мы не успевали заплетать девочек, косички же нужно заплетать к каждому выступлению, чтобы была голова свежая, убранная, красивая. И мы вот заплетали, матеря снимали этот самый, как мы заплетаем косички, они уже сами их заплетали, да. Уже в каждой семье, да? Да, к следующему выступлению были готовы, мы уже их не заплетали, только принимали, одевали, и они уже были готовы. Ну, конечно же, родители там очень нам помогали. Потом хочу выразить благодарность этому генеральному консулу Республики Таджикистан в городе Таджикское посольство, да? Да, таджикское посольство, консульство, которое нас поддерживало, и с их приглашения мы попали на этот фестиваль. Это здорово. Будем надеяться, что не раз еще будете участвовать. Мирза, у меня к вам такой вопрос. А какие танцы представляли наши девочки? Чем вы удивляли? Что было в их выступлениях? Да? Сколько номеров это было? Какие они были? У нас было 3 выступления. Там были фольклорные танцы были. Но основа там была, самое главное, вот эта музыка, красивая музыка. И костюм. Народная музыка. Народная музыка. И костюм тоже совмещать с этими музыками. И вот постановка танца. Вот самое главное, эмоция девочек было там было много. Важная, да? Важная была. И их вот это лицо, вот улыбка их. И вот как они исполняли все эти танцы. И вот самое главное, на самом деле эти девочки были звездочки этой программы были. Evet, gerçekten son derece güzel bir gösteri daha Tacikistan. Я думаю, что, наверное, дети, да, в любой стране, дети из любой страны, они искренне, эти эмоции они всегда подкупают, и поэтому, наверное, наши девочки смогли вот так красиво выступить. Конечно же, был интересен этот фестиваль еще тем, что каждая страна шла парадом, каждая страна несла свой флаг и табличку с нашим названием нашей страны, тоже флаг был нарисован на этой табличке, вот, и самая юная, ну, конечно же, наша страна представляла самых юных танцовщиц, это вот наша
Бандова Елизавета Дмитриевна, которой всего лишь недавно исполнилось 5 лет, Киличбекова Аниси, которой 7 лет, и Аниси Бекназаровой тоже 7 лет. Потому что на этом фестивале все страны участвовали дети от 9 лет. Постарше. Да, постарше, 9 и 13 лет. Вот. А наши детки, конечно же, я, конечно, взяла такую ответственность на себя, но я думаю, что мы справились с этой задачей. И наши детки, конечно же, когда выходили наши куклы маленькие самые, они зажигали сцену, зажигали весь фестиваль. Вот поэтому зрители очень хорошо воспринимали. Да, вот поэтому Таджикистан занял 1-е место на этом фестивале и был награжден. Значит, нам дали нашему ансамблю звание «Звезды фестиваля». Отлично. Поздравляю вас с этой номинацией, с участием в Международном фестивале детского фольклорного танца. Да. Спасибо огромное за то, что вы пришли, нашли время, такие красивые, нарядные, да, в нашу студию. Желаем вам дальнейшей удачи, да, и процветания детскому ансамблю «Зебо», которому в этом году, наверное, тоже уже 4-й десяток. Это, конечно, здорово. Спасибо. Девочки, у вас есть что добавить вашим, может быть, ровесницам, тем, кто вас смотрит? Что можно сказать, как можно вдохновить их? Танцуйте, да, и не пожалеете, потому что это вам дает вдохновение, счастье. Кто может добавить, девочки? Девочки пусть приходят к нам в ансамбль, мы их всех будем поддерживать, то, что ничто так легко не дается, нужно трудиться. Нужно стараться, чтобы все получалось, не нужно останавливаться. Если будет человек идти до конца, то он своего добьется, чтобы приходили в наш ансамбль. Мы их будем обязательно поддерживать, помогать им всем, что мы можем. Я тоже хочу, чтобы девочки приходили в наш ансамбль, мы будем рады их приветствовать. Обязательно научим их чему-нибудь, обучим их. И, как Шукрона уже сказала, все тоже не должны бросать свое дело, если они хотят этим заниматься. То есть, если девочки мечтают танцевать, да, да, нужно следовать за своей мечтой, да? Это обязательно получится. Ну, к примеру, как у вас, правильно? Ты должен всегда идти вперед, никогда не останавливайся. Если у тебя что-то не получилось, ты должен идти до конца, и у тебя обязательно все получится. Спасибо, но мы с вами еще забыли отдельную нашу категорию людей отметить. Это ваши родители, благодаря которым и ваши мечты сбываются. Это правильно? Это ведь большая поддержка. Огромная благодарность родителям наших детей, потому что они поддерживали все и морально, и материально. Вот, огромная благодарность тоже Министерству культуры Республики Таджикистан за поддержку их, конечно же. Вот, Хукумату городу отдельное огромное спасибо. Значит, и мы благодарны. Я вообще горжусь тем, что я живу в Таджикистане, и я горжусь тем, что я таджичка. Спасибо большое. Девочки, спасибо огромное за ваш талант. Спасибо вашим родителям за вашу поддержку, что дают вам вот это вот дыхание второе, да, летать на ваших крыльях мечты. Спасибо вам, дорогие педагоги, за вашу работу, да, и веру в своих детей. А мы напомним, дорогие телезрители, это была программа «Тема дня». И сегодня на студии был детский ансамбль, детская студия танца государственного ансамбля «Зебо». Совершенно недавно они участвовали в международном фестивале детского фольклорного танца, вернулись оттуда с номинацией «Звезды фестиваля». Верьте в свою мечту, а мы с вами встретимся ровно через неделю. До встречи!